Привет, я Оля Ключникова. На днях солнце взошло на востоке, вода в Тихом океане была соленой, а Путин снова врал, на этот раз в Женеве, после встречи с Байденом. Рассказывал байки про ФБК. Помните такую организацию? Она еще известна тем, что публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом на показ установочные данные полицейских. коктейли Молотова. А почему не химическое или бактериологическое оружие, а может сразу ядерное? Ведь на встрече с Байденом точно обсуждали ядерную безопасность. Когда Пескова попросили прокомментировать высказывание Путина про коктейли Молотова, тот лишь заговорил туманными фразами из пабликов про волков. «Президент обладает той информацией, которой он обладает», ответил Песков и ушел в закат. То, что Путин постоянно несет ахинею, давно не новость. Но вся загвоздка в том, что он президент самой большой страны с огромными, в том числе военными ресурсами. И если уж ему можно говорить все, что взбредет в голову, то чего ожидать от путинской обслуги? Депутатов, чиновников, пропагандистов. Они все это видят и думают. Раз уж начальник давно без тормозов, то мне, его верному холопу, и вовсе нет смысла стесняться. А чем абсурднее вещи я говорю, тем лояльнее к режиму буду выглядеть. Так, недавно один из лидеров псевдопартии «Коммунисты России» Сергей Маленкович прокомментировал крупное поражение сборной России от Бельгии со счетом 3-0 на чемпионате Европы по футболу. Моя версия такая. Сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в каком состоянии они выходили на поле. Здесь точно замешана какая-то третья страна. Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию. На каждый матч с командой должны ездить 5 сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Казалось бы, зачем выставлять себя посмешищем и городить чушь про облучение? Но шуты тоже бывают полезны Кремлю. На выборах в Мосгордуму в 2019 году, когда снимали всех независимых кандидатов, именно представители партии «Коммунисты России» почти беспрепятственно проходили все барьеры и оказались в списках для голосования. Наверное, Маленкович мечтает о том, чтобы однажды нести чушь с депутатского кресла в Госдуме. Как это делает, например, вице-спикер и единорос Петр Толстой. Помните, в феврале была акция в поддержку Алексея Навального? Тогда люди выходили во дворы и зажигали фонарики. Тогда Петр Толстой сравнил эту акцию с действиями коллаборационистов в блокаду в Ленинграде. Призывы все эти светить фонариками в темноте. Это, в общем-то, на самом деле, знаете, это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. И сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит. Все инструменты и сценарии невоенного свержения власти, они все давно описаны. Во всем стараться видеть признаки войны. Постоянно повторять, что повсюду враги. Теперь именно это является показателем хорошей работы депутата. Так услужливые холопы поддакивают своему начальнику, который уже давно находится где-то в своей исторической параллельной реальности. В той самой, где Польша развязывает Вторую мировую войну, где пакт Молотова-Риббентропа соответствует нормам международного права, где все только и ждут, как поработить Россию. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Если президент постоянно твердит об исторических врагах, значит, пора придумывать под это новые законы. Разумеется, запретительные. На что хватит фантазии? К примеру, запретить публично показывать изображения и выступления глав организаций, осужденных в Нюрнберге. Все лучше, чем придумывать нормальные законы. Правда, остановит ли это внутренних врагов? Не уверена. Ведь всегда можно отложить в сторону фотографии Геринга и Бормана и вооружиться портретами Наполеона или Чингисхана. Так что депутатам еще есть над чем поработать. Умение использовать каждую мелочь, каждую деталь для нового запрета или напоминания, что кругом враги – это ценное качество современной путинской России, особенно для пропагандистов. И в этом лучше всех преуспел Павел Зарубин, корреспондент программы «Москва, Кремль, Путин».
Вот уж кто действительно умеет высасывать смысл из всего, что попадает ему на глаза, даже если это будут обычные спички. На это никто и никогда не обращал внимания, но спички у камина в зале переговоров изготовлены в марте 2014 года. Именно тогда напряжение на международной арене стало стремительно усиливаться. Все эти годы Запад делает все для того, чтобы разжечь новые очаги нестабильности на постсоветском пространстве. В 2018 году, когда эта программа впервые появилась на ТВ, казалось, что подобный уровень раболепия перед президентом – это какой-то перебор. Но нет. Что власть, что ее пропаганда весело деградируют примерно с одинаковой скоростью. И если кто-то из них вдруг отрывается вперед, второй тут же старается с ним уравняться. Увы, весь этот бред, который еще вчера казался чем-то запредельным, сегодня уже мало кого удивляет. Это и стало лицом путинской политики. И все околовластные шуты будто соревнуются между собой, кто из них выкинет что-то еще более запредельное. Может, министр обороны Сергей Шойгу, который собирается построить в Подмосковье музей вооруженных сил на 150 тысяч квадратных метров в форме огромной мрачной звезды, рядом с еще одним шедевром милитаризма, таким же мрачным храмом Минобороны, который недавно осветили. А может, мэр Москвы Сергей Собянин, который посчитал, что вирус может меньше распространяться, если москвичи перестанут сидеть в парках на скамейках. А может, спикер всем ненавистной Госдумы 7-го созыва Володин, который называет путинскую Россию последним островом демократии и свободы. Символично, что именно в последний день работы этой бесполезной Госдумы 7-го созыва в интернете появилось, пожалуй, самое странное видео. Видео, в котором сосредоточен весь абсурд путинской власти. Когда глава Крыма Сергей Аксенов, сидя на моторной лодке, осматривает затопленные районы, а за ним плывут то ли МЧСники, то ли обычные люди. И все вместе плывут куда-то в сторону острова демократии и свободы. И делают вид, что ничего странного не происходит, что так и должно быть. Но так быть не должно. Весь этот абсурд путинской власти уже сильно достал. Люди устали от путинской стабильности и хотят обычную стабильность, человеческую. Чтобы Госдума принимала нормальные законы, чтобы правительство работало в интересах граждан, чтобы люди в соцсетях обсуждали работу властей по существу, а не высмеивали их за глупость, чтобы в нашу жизнь наконец-то вернулась нормальная политика. Обязательно участвуйте в умном голосовании, записывайтесь наблюдателями на выборах. Пора уже вернуть в политику здравый смысл.